Всем аньон! Хван Дэн Хёк, режиссер фильма «Игра в кальмара», родился в 1971 году 26 мая в столице Южной Кореи в Сеуле. Закончил университет Южной Калифорнии и Сеульский национальный университет. Режиссер и сам сценарист Хван Дэн Хёк работал над сериалом больше 10 лет. В 2009 году, когда он взялся за «Игру в кальмара» и предлагал проект различным студиям, но все в конце отказались. Его эта история очень похожа на Джоан Роулинг, автор серии романов о Гарри Поттере. Дон Хёк из-за этого, оказывается, много пил. И только Netflix в наши дни дал зеленый свет для этого проекта, и всего за пару недель «Игра в кальмара» покорил весь мир. В Netflix теперь этот сериал стал самым просматриваемым. Настоящее имя главного героя Ли Джон Дже. В сериале имя Ки Хун, южнокорейский актер и модель. Родился в 1972 году, 15 декабря, в Сеуле. Корейский дизайнер Ха Ин Су заметил Ли Джон Дже, когда он работал в кафе, и пригласил его в модельный бизнес. Проработав в модельном агентстве несколько лет, в 1993 году впервые дебютировал на телевидении. В молодости он был, оказывается, очень красивым, и после дебюта актер стал звездой. Его стали активно приглашать на главные роли и в другие проекты тоже. У него много известных работ в фильмах, не буду все перечислять, но самые известные — это «Служанка», «Воры», «Новый мир» и, конечно же, «Игра в кальмара». У Ли Джон Дже есть сеть итальянских ресторанов в Сеуле. Один из главных актеров сериала О И Нам, настоящее имя О Ин Су, родился в 1944 году, 19 октября. Скоро, получается, у него день рождения. Поначалу в фильме мне было его очень жалко, но после мы уже все поняли, кто он на самом деле. О его биографии в интернете очень мало информации, но представьте, в этом году ему исполняется целых 77 лет, и он сыграл свою роль очень круто, и я за это его уважаю и долгих лет ему жизни. В сериале Чо Сан Во настоящее имя Пак Хэ Су, родился в 1981 году, 21 ноября, в Южной Корее, окончил факультет актерского мастерства университета Дангук. Широкую известность обрел благодаря сериалу «Тюремная мудрость», а мировой успех пришел актеру после премьеры популярного триллера Netflix «Игра в кальмара». В сериале не поймешь, каким он был. Поначалу был добрым, умным, хитрым, был эгоистом, хотел выжить, но в конце все-таки убил себя сам. О нем тоже, оказывается, в интернете очень мало информации. Актриса Чон Ха Йон, сыгравшую Сибёк, родилась в 1994 году, 23 июня, в Сеуле. Она не только актриса и знаменитая модель. Vogue назвал ее лучшей топ-моделью по-корейски. Имеет двух братьев и сестер. Ее отец владеет рестораном. Ха Йон начала свою модельную карьеру в возрасте 16 лет. С малых лет она показала себя с лучшей стороны. И теперь она фигурирует в таких журналах, как Vogue Girl Korea, Nylon Korea, Elle Wedding, Louis Vuitton, участвовала в показах Fendi, Max Mara, Dolce Gabbana, Chanel, H&M и другие. С 4 октября 2021 года она стала самой популярной корейской актрисой в Instagram. На сегодняшний день у нее более 13 миллионов подписчиков. Оказывается, ее близкая подруга Дженни из Blackpink. Знаменитый молодой актер Ви Ха Джун в сериале был полицейским Джун Хо. Родился в 1991 году, 5 августа. Актер и модель. Закончил факультет театра и кино в университете Сунгёль. Дебютировал в 2012 году. Актер агентства MS Team Entertainment. Снимался в фильмах «Полночь», «Снова 18», «Романтическое приложение», «Красивая Нуна, которая мне покупает еду» и, конечно же, «Игра в кальмара». Кон Джи Чоль, более известный под псевдонимом Кон Ню, южнокорейский актер. В дораме «Игра в кальмара» играл представителя игры. Известность получил благодаря ролям в дорамах «Первое кафе Принц», «Доккэби», «Поезд в Пусан», «Секретный агент». Родился в 1979 году, 10 июля, в городе Пусан. В университете Кёнха закончил бакалавриат и магистратуру специализации театра и актерского мастерства. Карьеру начал с 2001 года. Его в карьере фильм «Поезд в Пусан» стал самым кассовым фильмом. Фильм посмотрели свыше 11 миллионов зрителей. Актер Ли Бён Хон родился в 1970 году, 12 июля, в городе Сеул. Южнокорейский актер, певец, модель. Карьеру начал с 1991 года. Отец Ли Бён Хона бизнесмен, а младшая сестра Ли Ин Хи обладательница титула Мисс Корея 1997 года. Актер свою широкую известность получил в телесериале «Ва-банк» и «Айрис». После снялся и в других разных фильмах и дорамах.
В 2013 году женился на актрисе Ли Мин Чон, актриса, которая стала знаменита после сериала «Цветочки после ягодок». У супружеской пары есть сын. Ли Бен Хон знает английский, корейский, французский, а также язык мандарин. Такое интересное название. Да, это северно-китайский, оказывается, язык. В сериале «Игра в кальмара» играет роль заместителя директора, то есть ведущим игры. Девятый актер Анупам Трипати, в дораме игравший Али, родился в 1988 году 2 ноября в Индии и начал свою карьеру в 2006 году, но переехал в Южную Корею в 2010 году, после того, как его друг порекомендовал ему поступить в Корейский национальный университет искусств. Он появлялся в различных корейских дорамах и фильмах в качестве актера второго плана. В сети многие рассказывают, как познакомились с Анупом. Он очень добрый, дружелюбный и быстро заводит друзей и хорошо готовит. Он действительно хороший человек и так далее. Игрок с номером 101 Чан Док Су, настоящее имя актера Хо Сан Тэ, родился в городе Пусан в 1976 году 20 октября. У него тоже скоро будет день рождения. Он получил национальную известность в роли Хайльсу в триллере «Эпоха теней». Играл в фильмах «Монстр», «Коллекционера», «Мальчишки», «Море тишины» и другие. В сериале «Игра в кальмара» он играл в роли Док Су, преступника-негодяя, и все возненавидели его. И это говорит, что он отлично и профессионально сыграл свою роль. Актриса, сыгравшая роль Хан Мирён, номер 212, настоящее имя Ким Чурён. Она тоже родилась, как и Док Су, в 1976 году. Играла в фильмах «Бессонница», «Новая встреча» и, конечно же, «Игра в кальмара». О ней тоже в интернете мало информации. Она в сериале обещала Док Су, что если они не будут вместе до конца, они вместе умрут. И она сдержала свое слово. В пятой игре они спрыгнули со стекла. Настоящее имя актрисы под номером 240 Чион, подружившаяся с Ибёк Ли Юми, родилась в 1994 году 18 июля в городе Чонджу. Так как она молодая актриса, о ней тоже мало информации, но снималась в фильмах «365 год победы над судьбой», «Все там», «Заложник», «Взрослые не знают», «Достичь искренности» и так далее. Последняя актриса, сыгравшую роль мать Ки-хуна, знаменитая Ким Минок, родилась 5 декабря в 1937 году. Представляете, ей исполнится 83 года, и она свои годы выглядит очень даже отлично. Она ветеран и актриса озвучивания, и известна как национальная бабушка Южной Кореи за то, что много раз изображала бабушек в кино и на телевидении. Дебютировала в кино в 19 лет в фильме «Прощай, горе» в 1957 году. Вот и вся биография главных актеров сериала «Игра в кальмара». Спасибо за просмотр и подписку.